На боевые действия, ведущиеся в провинции Алеппо, на границе наблюдается непрерывный поток автотранспорта в обоих направлениях. А на территории Турции нахождение большого количества автомобильной техники. На видеоролике наглядно видно беспрепятственное пересечение границы автофургонами. В этом месте граница со стороны Сирии находится под контролем бандформирований террористической группировки Джибхат ан-Нусра, которая свободно пропускает на территорию Турции автоцистерны и большегрузные фуры, загруженные емкостями с нефтью. Досмотр этого автотранспорта не проводится и на турецкой стороне границы. И таких машин мы видим сотни. Скопление автомобильной техники, перевозящей нефтепродукты. В квадрате А на турецкой стороне видно нахождение 240 бензовозов и большегрузных автомобилей. В квадрате Б на сирийской территории 46 бензовозов и фур, ожидающих перехода через границу. Порты Дерт-Йол и Эскандерун, где имеются специализированные причалы для танкеров. Часть нефти перегружается на суда и отправляется на переработку за пределы Турции, а часть продается на внутреннем рынке. Ежедневно в этих портах в среднем загружается по одному нефтяному танкеру. На космических снимках этих портов, датированных 25 ноября, хорошо различается скопление бензовозов, ожидающих отгрузки. В порту Дерт-Йол фиксируется 395 наливников, в Эскандероне – 60. Следующий маршрут ведет в Турцию из районов нефтяных полей, расположенных на правом берегу Ефрата. Одним из крупных центров нефтедобычи и переработки нефтепродуктов, находящихся под контролем ИГИЛ, является район населенного пункта Дейр-эз-Зор. Здесь располагается большое количество нефтеперерабатывающих заводов, один из которых вы можете наблюдать на экране. В данном районе постоянно отмечается скопление бензовозов, ожидающих погрузки. Вам представлены снимки автомобильных колонн, находящихся на небольшом удалении друг от друга. На фотосъемке, проведенной в окрестностях Дейр-эз-Зор 18 октября средствами космической разведки, было обнаружено в общей сложности 1722 бензовоза, расположенных в основном вне дорог, на необорудованных стоянках. Следует отметить, что с началом нанесения ударов самолетами воздушно-космических сил России по объектам нефтяной инфраструктуры, находящейся в руках ИГИЛ, количество бензовозов на стоянках, в колоннах, как в этом районе, так и в других районах Сирии, значительно уменьшилось. Я уже не говорю об экологических последствиях варварской добычи нефти. Террористы устроили целые нефтяные озера в песке. Фотография одного из районов, расположенного недалеко от Раки, представлена на экране. После загрузки нефтью автоколонны из восточных районов Сирии следуют границы с Турцией к приграничному населенному пункту Камишлия и там ожидают своей очереди. На представленных вам фотоснимках, сделанных в августе этого года, в данном районе наблюдались сотни бензовозов и фур, движущихся как к турецкой границе, так и в обратном направлении. В конечном итоге значительная часть перебрасываемой из восточных районов Сирии нефти поступает на крупный нефтеперерабатывающий завод «Батман», расположенный на территории Турции в 100 километрах от сирийской границы. Третий маршрут транспортировки нефти в Турцию ведет от нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии и северо-западных районах Ирака, через приграничные населенные пункты Карачох, Чам-Ханик на сирийской территории и Таван и Захо на территории Ирака. На фотоснимках отображены скопления бензовозов и большегрузных автомобилей в районах этих населенных пунктов. 28 ноября в районе Карачох на территории нефтеперекачивающей станции выявлено 50 бензовозов. На снимках, сделанных в августе на сирийско-иракской границе в районе населенного пункта Чам-Ханик, вы видите 380 единиц автомобильной техники.
С этого времени ничего не изменилось. Данные разведки по-прежнему фиксируют движение большого количества автоцистерн через границу между Сирией и Ираком. Еще большее число бензовозов фиксируется в приграничных с Турцией районах Ирака. Причем их количество за последние 3 месяца не уменьшается.